Уважаемый владыка Герман, я рад приветствовать вас из нашего Якутска. Вы находитесь сейчас в Курске, и мы очень рады, что вы согласились дать интервью. Уважаемый владыка Герман, в эти дни Якутия отмечает 150-летие Якутской епархии, и мы очень рады этой дате, и несколько мероприятий проходят у нас в городе Якутске. Мне кажется, в этом году епархия и республика очень хорошо подготовились, несмотря на ситуацию с ковидом, с этой ситуацией коронавирусной инфекцией. И я вот хочу вам задать первый вопрос. В 1993 году вы приехали к нам в Якутск. Каким вам тогда показался Якутия, город Якутск? Как вас приняли? Приняли меня хорошо. Я был назначен епископом якутским, и моя хератония у епископа была в Богоявленском соборе в городе Москве 28 марта 1993 года. В Якутии это было, вот этот выбор, это предложение патриарха возглавить якутскую епархию, оно было для меня совершенно неожиданным. Я знаю, что патриарх Алексий II, он предлагал нескольким кандидатам вот эта должность, это звание, епископский сан, чтобы поехали в Якутию, но 4 отказались. Я не посмел отказаться, потому что я считаю, что это в церкви, это послушание, это святое дело, а потом бояться не нужно трудностей, а потом это же интересно, конечно. Хотя я понимал, конечно, и меру ответственности, и знал, что церковная жизнь, вот, православная, в Якутии ее практически нет, или она существует какими-то такими маленькими островками, потому что я узнал, что в городе Якутске всего лишь один деревянный небольшой храм. Но потом меня пугали и суровым климатом, но это уже близкие родственники, и огромными расстояниями, и вот этими дальними полетами на самолетах. Но мне не было страшно. Я как-то так воспринял действительно как волю Божию, как жребий какой-то. И поэтому собрался, подготовил несколько облачений, все, что необходимо уже для архиерейской службы. Нашел себе такого помощника, который хотя бы помог в конце концов мне облачиться на службе, и поехал в неизвестный далекий край. Я вылетел 10 апреля, в Москве было где-то, наверное, 15 градусов тепла, а приехал в Якутск, приземлились и говорят, 25 градусов мороза. Я, ну, зима настоящая, а вышел, оказалось, что вот эта вот погода, она яркая, солнечная, какая-то теплая и не так холодно. Встретили меня в Никольском храме несколько человек, небольшая группа верующих, и я утешился тем, что храм есть, он скромный, не богатый, но храм есть, богослужения, я имею возможность совершать богослужения, есть певчие, что есть домик рядом, где там несколько комнат было. Но все остальное, сказал я себе, будет уже зависеть от того, как я буду служить и как я буду стоять вот перед престолом, буду знакомиться. Конечно, впечатлений было масса. Город, конечно, особый якутский, естественно, северный город. Тогда он, конечно, не был таким благоустроенным, как сейчас, но уже было много хороших, достаточно значимых зданий. Тогда и строился замечательно вот этот вот медицинский центр. И вообще тогда республика, она вот по сравнению, вот вспомнить те годы, она выигрывала по сравнению с другими регионами бывшего Советского Союза, России.
потому что не было вот такое ощущение, что вот мы брошены совсем, что мы оставлены. Проблем, конечно, было много, но одновременно и делалось много хорошего. Ну, наверное, просто чувствовалась вот еще и забота, как говорится, вот лидера Михаила Ефимовича, потому что как-то мы чувствуем, что он человек сильный, и он искренне заботится вот о своей республике и делает все, что можно для нее вот, в те трудные, сложные годы. Но для меня, конечно, нужно было открывать приходы и служить, и знакомиться с жизнью вообще республики, народа. И это было... А я был совершенно один, тот священник, который служил. Он у меня сразу же стал просить уехать, чтобы я его отпустил. И потом уже летом ко мне приехали на помощь 4 человека. Патриарх Алексей дал мне монахи строить Сергиевой лавры. Они помогли несколько месяцев. Потом уехали. И знаете, я вот сколько, полгода, наверное, целых или больше, я был совершенно один. То есть я и служил каждый день, и приходилось мне куда-то отъезжать. Помню, поехал в Южную Якутию на неделю, и уже богослужение совершалось таким чином. Ну, певчие просто пели, а меня не было. Я понял, периодически приезжали помогать мне кто-то там с Москвы, но я понял, что нужно делать ставку на свои, нужно растить свои кадры. Вот. И на следующий год у меня уже 4 человека, ребят, которые родились в Якутии, которые для них родная земля была, они поехали учиться в семинарию, появились первые кандидаты. Я совершил уже поездки, конечно, ну, сначала, конечно, по крупным городам, где желали, чтобы в Нерингале уже строился храм, мирный, удачный, Алдан, в Черске, другие какие-то места. Но мне приходилось, Балек-Минск, но мне вот это приходилось вот первое время служить и крестить одному. Вот я приехал, например, прилетел в Черский, и вот несколько дней я там с утра до ночи служил, крестил, говорил, беседовал с людьми, проповедовал. Приехал в Алек-Минск, я тоже, тоже один. Никого, народу пришло человек 5-6, наверное. Вот. Я так опечалился, расстроился, думаю, ну вот все разрушено, все забыто. Все, люди, наверное, не помнят и не нуждаются. А на следующий день узнали, пришло где-то 230 или 240 человек. Вот была вот такая вот огромная такая служба, такое очень просто. Вот я был весь такой усталый, уже мокрый, но самое большое число крестьян, это было, помню, у меня в Куранахе под Алданом, где-то 340 человек я за один день крестил. Но были, конечно, и проблемы, естественно, многие, потому что многие не понимали, кто такой епископ, и люди отучены были. Ведь храмы последние в Якутии, они закрылись уже в конце 20-х годов. Вот, Троицкий собор был закрыт в 29 году. Его последние настоятели, несколько священников, они были расстреляны. И вот началась вот такая вот уже такая безбожная атеистическая пропаганда. И народ якутский, который был ведь до вот революции, они все были крещены. И отношение было положительное вообще к церкви, к вере, как я из рассказов узнавал, особенно из воспоминаний, что много содержали храмы, и в городе в самом было очень много коренного населения, то искренне были прихожане, по тем даже старушкам, которые я вот встречал, да, и они были очень искренние. Помню, я приехал в Вилюйск и вот посетил дом престарелых. Его старушки, и знаете, вот это было очень трогательно. И вот она увидела священнослужителя, и она заплакала. Она не видела ее с 20-х годов. Она потянула руки под благословение, начала говорить. И мне переводчик говорит, то есть люди просто некоторые плакали от того, что вот увидели через столько лет священнослужителя.
Я начал познакомился с очень многими хорошими, добрыми людьми, хороших, добрых людей. Везде много, слава Богу, в Якутии достаточно. Там особенно вот чувствуется, если уже подружился, то если к тебе расположились, то и вот это вот доброе отношение, оно надолго, а то и навсегда. Я и сейчас ощущаю вот это вот тепло, и дружбу, и приветы, которые мне передают, и приезжают, и видят, и связь какая-то есть со многими людьми. И вот тогда меня, конечно, очень мне в каком-то смысле помог, поддержал это незабываемый Дмитрий Конович, наш знаменитый. Он пришел ко мне сам и начал рассказывать, он выразил радость от того, что прибыл. Я очень хорошее дело, нужно восстанавливать. Он начал делиться воспоминаниями своего детства, как они учились в церковно-приходской школе, какие у них были замечательные священники в Бутурусском Улусе из династии Поповых, какие они были настоящие подвижники, как они хорошо говорили по-якутски, как они прекрасно любили народ и старались помочь, как они старались учить детей грамоте, что я сказал, что из нашего вот Улуса вот больше всех вышли вот образованных людей, писателей, вот в те еще вот 20-30-е годы, вот они все вышли из всех церковно-приходских школ. Но это был единственный в то время, к сожалению, школы. Очень много рассказывал мне об истории. И, конечно, я начал уже совершать какие-то поездки ко мне, узнав о том, что я приехал, стали приезжать люди и писать, звонить, стали приезжать с различных районов, тоже с просьбами посетить их или открыть какой-то молитвенный дом, или совершить богослужение. И так я познакомился со многими людьми, стал полагать уже священников, стали у нас открываться приходы. Например, в Мирном. Вначале нам такой, вроде бы, я думал, что такой богатый город, столица алмазной провинции. Но вот там нам выделили вначале, удалось только лишь маленький такой домик в 3 окошечка. И вот мы его переоборудовали и радовались тому, что там церковь. Потом, конечно, в дальнейшем, когда у нас добрые отношения сложились и с компанией, которую возглавил тогда Вячеслав Анатольевич Штыров, тоже удивительный человек. И мы стали строить храмы и в Мирном, и в Удачном, и в Вайхале, и в Светлом. Замечательно, большой радостью для меня было то, что вот тогда компания, они включились благотворительно в помощь в восстановлении храмов и Преображенского храма, Богородского, Алепнинского собора и других храмов. Конечно, это огромная благодарность. И знаете, это было на таком доверии, потому что они видели, что мы дорожим каждой копейкой, и что мы делаем как можно дешевле все, потому что это для себя с радостью и с благодарностью. Они практически, и, можно сказать, доверяли полностью. Это было очень трогательно. И вот, но одновременно с этим, конечно, я изучал историю Якутии. Конечно, мне хотелось несколько какие-то приобрести познания и по якутскому языку, потому что знал, как тоже Дмитрий Конович мне рассказывал, как знаменитый, известнейший протоиерей Димитриан Попов, который служил в Итыкёле много-много лет, хотя его приглашали в Якутск, но он так полюбил вот этот вот край и народ, он не соглашался переехать, и он же был как бы составителем этого словаря, известнейший словарь Пекарского. Но Пекарский, он же был в ссылке, он не так знал язык, вот, как отец Димитриан, который всю жизнь прожил здесь. И вот он основной, можно сказать, это заслуга этого словаря, это от отца Димитриана Попова, и он говорил о якутском языке. Якутский язык, он глубок, как море. Так мне Дмитрий Конович рассказывал. И для меня большой была задача вот издать книги на якутском языке, богослужебно, перевести Евангелие, то есть Новый Завет, Закон Божий, молитвослов, перевести службу уже на современный якутский язык. Все это удалось сделать, а в дальнейшем, уже к концу моего пребывания, нам удалось сделать очень большую работу. Кстати, вот под редакцией того же Дмитрия Коновича,
самозабвенного, потому что мне хотелось, чтобы вот был такой вот авторитет, ну, знаменитый писатель, наша гордость. И чтобы так некоторые критики, они уже замолчали, потому что, ну, что скажешь, когда такой знаменитый человек. Вот. И мы полностью завершили перевод на якутский язык всех священных книг Нового Завета. Это была большая такая работа, большой победой. И стали многие фрагменты богослужения, многие служить по-якутски, читать по-якутски. Для меня это было большой радостью. И очень хотелось мне, конечно, чтобы были священники больше из якутского народа, и люди расположились, и богослужение звучало на якутском языке, так же, как это было еще во времена святителя Иннокентия, который говорил, основатель епархии, который так любил вот этот северный край, и он родил о народе, и что это, он говорит, что это совершенно особый мир, здесь все свое, поэтому здесь должна быть самостоятельная епархия. Радовался, заклинал просто священников, чтобы они переводили все, чтобы было понятно все на якутском языке, чтобы вот эта вера христианская, она не стала, не воспринималась людьми как вера чужая, другого народа, а что это вера Божия, которая для всех людей. Но когда она доносит Слово Божие на своем родном языке, это гораздо ближе к сердцу и понятнее. Так что были, конечно, определенные успехи. Было, конечно, много трудностей, много сложностей, непонимания, противления иногда. Но я как-то так это относился к этому спокойно. А когда уже уезжал, какие-то трудности, какие-то проблемы, и они все забылись, и осталось только чувство, знаете, вот такой-то вот радость от того, что я служил вот в этом крае, от того, что я познакомился с таким количеством замечательных, прекрасных людей, что у нас были такие добрые, хорошие, прекрасные отношения. И с властью, с людьми и искусства, и науки, и с интересными, замечательными, прекрасными людьми, с краеведами. И что все-таки вот православие, оно не забыто совсем, и оно осталось в воспоминаниях, в жизни. В конце концов, я удивлялся, вот расскажу вам, что всегда мне было очень интересно, я был просто поражен, сколько старинных имен в Якутии. В России они уже забытые, там, например, Иннокентий, у нас никого и не было, там Прокопий, Спиридон, Феодосия, а это там на каждом шагу, там это. Пантелеймон Пантелеймонович, Иннокентий, как замечательно. То есть, как это сохранилось вот именно вот, в исторической памяти. Я, конечно, изучал вот и подвиги, и путешествия, особенно, которые были по несколько месяцев в зимние периоды. Вот, и митрополит Иннокентий, и архиепископ тогда он был, митрополит он стал, когда стал в Москве уже, Иннокентий, якутский архиепископ, епископа Дионисия, который 40 с лишним лет пробыл якутский, епископ Иакова, который месяцами, например, поездка на Колыму, почти 2 месяца, и ночевали на снегу в 50-градусный мороз, преодолевали такие расстояния. И я говорю, что значит наши труды по сравнению с подвигом вот этих вот замечательных людей, действительно, духовных богатырей, то есть вот, героев духа. И знаете, я поражался, читая вот какие-то отчеты, в архиве, между прочим, очень много моего материала, в Якутске замечательный архив государственный, очень много сохранилось. И я удивлялся вот отчетам даже священнослужителей с разных вот приходов, их грамотности, их красоте, замечательному почерку, их речи, изложению. Да даже, знаете, вот старушки вот были, вот родственники, вот дочери, те же вот якутских священников, знаете, какая-то вот культура и благородство. Вот это было сословие, ну, которое вот ушло, его уже нет, а я застал вот еще что-то такое вот последнее. И слава Богу, что удалось что-то многое возродить, что-то доброе, хорошее
и полезное сделать. И когда я уезжал, конечно, было мне грустно, печально, потому что я прилепился сердцем к Якутии, к ее просторам. И когда приехал сюда, думаю, боже мой, по сравнению с Леной, тут две такие маленькие речки у нас всего. Да что же это за такое? Лесов нет, тайги нет, просторов нет. Мне было тесно здесь, в центральной России. Я всегда вспоминал необъятные якутские просторы, вот, доброту, широту души от многих и многих людей, которых мне посчастливилось встречать. То есть Якутия для меня осталась, для меня это первая епархия, как первая любовь. Она всегда помнится, всегда будешь помнить, она самая дорогая. Я всегда ее с любовью и с таким трепетом душевным вспоминаю. Вот мои 11 с лишним лет пребывания на якутской благодатной земле, говорю, мин сахам сере. И когда вспоминаю Якутию, всегда у меня становится тепло на сердце и радостно на душе. Владыка Герман, замечательный рассказ. Я вот никак не мог перебить. Это прямо вы носите с собой, оказывается, Якутию, часть Якутии. Так я понял ваш рассказ. И с вашим именем мы связываем именно возрождение, возвращение веры. Потому что православие так много сделало для Якутии, для просвещения народа. Первые книги, это тоже священные книги на якутском языке. И вот вся история у нас связана именно с православием. Ну, естественно, до 1919-20-х годов. И вот у меня такой личный вопрос, скажем. Вы детство, молодость прошли в советское время. Как вы пришли к вере? Потом, может быть, такой вопрос еще. Как приняли это ваши родные? Я родился в семье, которая, можно сказать, семья не церковная. Родители мои были, ну, можно сказать, неверующие люди, но очень равнодушно и спокойно относились. Хотя мать рассказывала, что в детстве ее водили иногда в церковь, но потом вот это вот и школа советская, и вот обстановка, вот это все, да и жизнь вот эта вот рабочая, трудовая, было не до этого. А вот у меня почему-то вот с детства всегда было какое-то вот влечение вот, к церкви. Всегда я смотрел вот на разрушенные храмы, которых в России тогда у нас в нашей Нижегородской области было много. Мне всегда их было жалко. Я всегда думал, почему, зачем, для чего их разрушили. Мне было даже приятно проходить мимо храма. Я старался чего-то прочитать. Вот. И знаете, вот тогда невозможно было что-то достать, какую-то религиозную литературу. И что интересно, читать я очень любил. И я, приходя в библиотеку вот у нас в городе, я всегда брал что-то для чтения, а в то время, например, в 60-е, 70-е годы, там были такие большие стеллажи атеистической литературы. Это был выпущен еще во времена Хрущева. Хрущев, он был ненавистник такой вот веры, церкви, при нем выпускалось, при нем сколько позакрывал, даже тех храмов, которые открылись после войны, выпускалось много литературы. И я брал, читал, и отделял от себя то, что вот брал, то, что нужно. И потом у меня книги, конечно, появились, естественно. И как-то я уже стал, знаете, обращаться к Богу, хоть так про себя, тайком, может быть, но молиться. Иногда заходить в храм. А родители, когда узнали, им было, конечно, неприятно. И выговаривали мне, и были против. И когда они хотели, чтобы я просто, у меня была какая-то светская профессия, там, специальность. Ну вот, и у меня были тоже разные мысли относительно моей такой взрослой жизни. Но так вот случилось, что вот все-таки я
вот это вот душевное вот стремление моя, вот и любовь к церкви, она пересилила все. Я нисколько об этом не жалею. И я с 83-го года уже перешел на церковную работу. Правда, в Нижегородской епархии области мне не удалось устроиться, потому что там было, может, такой негласный запрет молодежи. Только лишь можно стать священником, ну, пожилому человеку, такому, знаете, без высшего образования. Вот все. А вот в Владимирской области, в соседней, было попроще. Там как-то то ли уполномоченный совета по делам религии был более добрым человеком, то ли архиепископ был более такой активный, не боялся. И вот я был принят там на церковную работу и вскоре был положен в диакона, потом стал в начале 1984 года священником. И 5 лет служил на сельском приходе. Это были мои самые, наверное, счастливые годы. Но одновременно выполнял какие-то общественные поручения при епархии. И занимался приемом иностранных гостей, которые приезжали в Владимир, Суздаль, это Золотое кольцо. Одно время исполнял обязанности секретаря епархиального управления, но одновременно дорожил своим первым сельским приходом. Мне так нравилось служить в селе, я так любил свой небольшой храм, и я с такой радостью каждый раз шел на службу. Мне так приятно было что-то сделать для храма. А приходилось в то время, прихожане были одни старушки, приходилось самому мне и стекла вставлять, и печь ремонтировать, и трубу чистить, потому что ни мужчин нет никого, по воле-неволе приходилось вот эти вот годы делать все самому. Вот. Но народ тянулся все равно к храму, а вот уже полная такая свобода наступила уже после вот известного празднования тысячелетия крещения Руси в 1988 году, начали открываться храмы. Я был переведен в старинный город Юрьев-Польской, где все было разорено тоже. Было множество храмов, там несколько монастырей, старинный древний город. Суздаль, Юрьев, Переслав-Залесский, они вот недалеко все. И был назначен благочином 2 районов. И вот эти 4 года они были, ну, минуты свободны буквально. Было очень много труда по восстановлению, хотя время было такое сложное, трудное, такое переломное. Только соберешь какую-то копеечку, какие-то денежки, все тут же на следующий день там дефолт, обмен, все это пропадает. Невозможно было ничего не купить, не достать. Но удалось тоже очень много сделать всего. А родители мои, если говорить, они, знаете, и как-то отец потом пришел к вере, ну так, в свою меру, ну, не противник был, уже так стала креститься как-то. И мать у меня, слава Богу, жива, она является прихожанкой нашего Арзамасского собора, молится, и даже не вспоминает о том, что когда-то им за меня было, знаете, неудобно вот перед родственниками. Ну что ж, у всех дети как дети, а это куда-то вот его потянуло, вечно ему что-то хочется такого необычного, даже надо же, вот в церковь пошел, стыдно же. А, понимаете, тогда еще в то время еще я тогда помню, даже к ним кто-то приехали из комсомола, из райкома, и начали моим родителям: это что же он вас позорит, это что же он тут молодой человек еще, он же не какой-то там больной или какой-то, что же такое-то. Тогда я высокий, еще симпатичный немного был молодым человеком, у него же вся жизнь впереди, а он тут вот избрал вот такой вот какой-то, куда-то у него такие увлечения. Вот. Так что были определенные, конечно, проблемы, но внешне я ничем не отличался от всех молодых людей, всем интересовался, был активный, много читался. Но вот самое лучшее, отрадное для меня это было посещение храма. Видимо, вот это у каждого человека вот своя какая-то судьба и своя вот такая вот любовь, что ли, к своему делу, к своей профессии, к своему, нужно найти свое призвание. Я никогда не пожалел, конечно, и вот я никогда и не думал, конечно, что я стану епископом. Для меня самое вот это, как я уже говорил вот сейчас, что для меня самое лучшее, это было радостно, это служить в селе, сельским священником. Вот.
Но вот я думал быть сельским священником, а стал вот к концу дней моих митрополитом. Да. Так. Да. И очень рад, конечно, что я послужил в Якутии. Открыл для себя, по словам святителя Иннокентия, вот этот совершенно особый мир, где все свое, удивительный. Мир природы, мир природного богатства, человеческих отношений, вот это вот какой-то красоты. Ну, и, конечно, осталось, конечно, чувство, конечно, у меня немножко, вот, может быть, жалости какой-то ко многим, к людям, к северянам, знаете, которые, особенно в 90-е годы, когда, вот, знаете, вот тогда цены невозможные на самолеты, проблемы с завозом, трудности с работой, ну, много же было всяких. И сейчас север есть север, на нем легко жить невозможно. Даже морозы эти терпеть, и холода, когда по несколько недель 50-градусный мороз. Жить – это подвиг. Поэтому я преклоняюсь перед теми людьми, перед северянами, которые живут, и хочется, чтобы у всех были хорошие квартиры доступны, чтобы у всех были хорошие зарплаты, чтобы были льготы какие-то. Да я когда здесь, если с кем-то встречаюсь, с кем-то, с людьми из Москвы, все, я говорю: помогайте северу, берегите север, чтобы народ там жил, чтобы нужно помогать северянам. Здесь-то нам легче, там это же подвиг. Помогать нужно вот этим замечательным регионам, особенно нашей дорогой Сахасере. Владыка, очень прекрасные слова, спасибо вам большое. Но вот я еще хотел спросить, приезд патриарха Алексия II в Якутии, это было важное событие вообще для общественной жизни Якутии, не только религиозной, православной. И мне кажется, это благодаря вам он посетил нашу Якутию. По-моему, это впервые патриарх был в Якутии. Да, он посетил в сентябре 1993 года по дороге в Америку, на Аляску. Он приехал к нам, был один день. Ну, конечно, его приглашал и наш президент Михаил Ефимович. Мы его очень торжественно встретили. Вот, поднесли ему девушки в национальных костюмах, якутских костюмах, наши красавицы девушки в русских, поднесли ему червон с кумысом. Он так это... И хлеб-соль. И было очень интересное общение, богослужение в нашем деревянном скромном храме, где собрались множество народа. Мы посетили и восстанавливающийся Никольский храм, когда он был в таком аварийном состоянии очень. Да, я благодарен, конечно, когда уж я попросил Михаила Ефимовича, что это обязательно нужно его восстановить. Мы его где-то года за полтора, наверное, сделали, восстановили. Он стал нашим кафедральным собором. Экскурсии по городу, в Доме правительства. Он ознакомился, алмазная коллекция в Доме правительства с нами. Он был очень удивлен, какие в недрах, что хранится этой нашей республики. Был замечательный прием. Проехали на теплоходе «Поленье», небольшой какой-то, маленькое такое путешествие. И к ночи он уехал. Святейший был он добрый очень был, обаятельный человек. И вот даже за это время он просто очаровал всех своим таким отношением, добротой, лаской, вниманием. И меня поддержал. И потом он написал такое доброе письмо мне с благодарностью, со словами поддержки, что я уже вижу, что у вас получается, что вы уже там как-то освоились, что вам это, я очень рад этому. Написал благодарственное письмо Михаилу Ефимовичу. Действительно, это был очень такой замечательный приезд, о котором мы с большим теплом какой-то, сердечной любовью
потом вспоминали. Это было начало патриарших приездов. Потом Святейший посетил в 96 году и Мирный, Айхал, Удачный, приглашение тоже президента и нашей компании. Ну, а потом уже и Святейший Патриарх Кирилл тоже посещал их музей, как я знаю. Но меня уже тогда не было. Владыка Герман, я очень с благодарностью вспоминаю, как вы поддержали увековечивание памяти репрессированных. И мы поставили с вашего позволения вот во дворе Свято-Никольского собора памятник Павлу Васильевичу Ксенофонтову. Да, это была с вашей стороны большая поддержка. И я еще вот хочу процитировать вашу из интервью журналу «Илин», который с вами делала Аида Ефимовна Шапошникова. Кстати, вы ее знаете как переводчика. Да, конечно. Да. Вы тогда сказали, мне кажется, очень важные слова. «Время расставляет всех по местам, и каждому воздает должное. Большинство из наших современников плохо знает историю. Пока же надо терпеливо трудиться, каждому на своей ниве». Но я взял вот несколько фраз, да, из вашего интервью. И вот с тех пор прошло 2 десятилетия. Это было в 2000 году. Интервью записано. Как вы считаете, все ли сделано в нашей стране, в России, для того, чтобы преодолеть вот историческое беспамятство? Вот как ваше мнение? Я думаю, еще не все сделано. Я как-то вот особенно, когда я посещал вот северные улусы нашей республики, особенно вот Ханда, Гуснера, и там были музеи, в которых очень много вот было собрано вот этих экспонатов лагерей. Вот остатки даже колючей проволоки, вот этого забора, которые еще сохранились. Вот эти бараки, в которых еще были заключенные. Вот это вот помню в музее, кажется, в Хандеге, вот эту вот огромную лопату, которую называли широченная, большая такая, ее называли Сталинка. Заключенные ее называли. И вот этой лопатой, и вот этот измученный, полуголодный заключенный, он должен быть работать по 15 часов. Ее так-то поднять трудно. То есть, действительно, какой был действительно геноцид, сколько людей пострадали. И людей-то ведь не только уголовники, а ведь каких вот действительно невинных людей, замечательных людей. Вот во время вот этих вот сталинских репрессий, как мы знаем, какие замечательные люди, ученые, какие были знаменитые, сидели в лагерях. А уж про нашего брата, как говорится, про духовенство, это сколько мне приходилось вот видеть, знать еще старых священников, которые остались живы, все по 10 лет, это как правило было, 10 лет тяжелых вот этих вот каторжных работ, просто за то, что ты вот священнослужитель. Как-то они так смиренно все это переносили, старались это как не вспоминать, не говорить. Ну, время такое было, что об этом как не делились и не говорили. А вот старые монахини, которых я тоже много знал, Дивеевского монастыря, женского монастыря, 55 километров от Арзамаса, я туда их навещал. Они доживали там многие, так все тоже практически по 5, по 6, по 8 лет в лагерях, только за то, что вот они были монахини. То есть вот такая вот так жестоко обошлись с ними. Конечно, какая-то обида сохранялась, но какой-то злости, конечно, это абсолютно не было. То есть нам надо, конечно, все равно знать про это. Я думаю, что, наверное, в учебниках истории история, вообще это все, ну это наша история. В ней всего было много хорошего, много было достижений,
даже в конце концов, в те же 30-е годы. Строительство, там это все, это заводы, все. Но мы должны помнить, что многие там каналы и дороги, они строились руками заключенных, невинно осужденных людей, которые Магаданский тракт, вот, там же закапывали их, они же умирали и закапывали. Там тысячи людей погребены вдоль этой дороги. Но одновременно с великими достижениями и страданий народа, вот этот вот страх и вот эта вот диктатура, конечно, этого не должно быть. Люди должны знать для того, чтобы, ну, какая-никакая, это наша история, это наша Родина, это наше прошлое, и к этому нужно относиться разумно и поступать так, чтобы, наверное, жить так, чтобы, не дай Бог, в будущем никогда вот этого, чтобы человек был свободный, чтобы жизнь была достойной, и чтобы никогда больше не повторялись вот этих вот трудностей невыносимых, несправедливости и те ужасы, которые пришлось, к сожалению, испытать тысячам и тысячам, миллионам и миллионам наших соотечественников, для многих из которых вот Колыма и Якутия были таким вот местом страданий. Да, это не должно повториться, конечно, здесь абсолютно вы правы. Ну, и в конце нашего интервью, уважаемый владыка, пожалуйста, ваши пожелания, поздравления якутян с этой датой, которой вот почти в течение года Якутия отмечает 150 лет Якутской епархии. Это очень важная дата для истории Якутии, для народа Якутии. И вам, пожалуйста, слово. Я сердечно поздравляю всех дорогих моему сердцу якутян с этой замечательной юбилейной датой. Вот поверьте, ведь вот для того времени вот открытие епархии это было действительно очень значимым событием. Это было такой вот, это был какой-то статус вообще, вот края вообще, вот народа. Это было дополнительный стимул вот не только к открытию храмов и просветительской деятельности, и к открытию школ, просвещения народа, к изданию книг. Пусть ведь сначала, пусть эти книги, они были, пусть священное писание, богослужебное, но на родном, на якутском языке. Ну, это же начало. Так и везде, в Европе ведь везде все это так начиналось. И вот то, что вот было богослужение переведено на якутский язык, ведь тогда, помним, когда впервые совершили его в Троицком соборе города Якутска, то старейшины якутские обратились вот к архиепископу Иннокентию с просьбой сделать этот день праздничным, потому что они были глубоко тронуты, что услышали действительно Слово Божие на своем родном языке. И как мы знаем, ведь и библиотека вот открылась у нас, ее больше всего старался благодаря епископу Якову, и газета первая, «Епархиальная ведомость», это в Якутии вышла именно вот благодаря вот епископу Якову Домскому. А сколько интересно статей, сколько описаний вот этих вот путешествий, все было вот напечатано и издано. И сколько, в конце концов, многие интересные люди из вот якутского народа стали не только священнослужителями, но и из церковно-приходских школ вышли наши вот целые плеяды замечательных, великих по-настоящему якутских писателей, которые с благодарностью вспоминали вот эти вот свои скромные школы, которые порой в юртах располагались, вот эти вот там парты, а может быть и парт не было, но вспоминали вот эту вот любовь и желание учителей, чтобы они были грамотными людьми, и что у них было более лучшее, достойное будущее. Так что, конечно, эта дата, она заставляет нас вспомнить вот это, то, что было хорошего, светлого в прошлом, не только трудности, дни, которые, говорю, что они всегда были, будут. Край такой суровый.
и сейчас нелегко жить там. Это, как говорится, не краснодарский теплый край, а это Якутия. Так что дай Бог многонациональному нашему народу, который живет, слава Богу, в мире и дружбе, и дальше хранить вот эти вот добрые отношения между собой, вспомнить свою историю, дорожить вот этой вот дружбой, чувствовать плечо и поддержку друг друга, радоваться жизни, любить замечательную нашу прекрасную природу, растить детей в добре, в вере, в любви друг к другу. Дай Бог, были всегда, вот, тоже важно, наверное, добрые такие, хорошие, правильные такие отношения вот и центра, и вот это вот нашего региона. Потому что мне всегда хочется, чтобы вот как-то поняли Якутию. Вот это такой, надо всегда поддерживать и понимать. Понимать. А для того, чтобы понимать, надо пожить там. Прилететь на один день, на два – это одно. А вот там вот зиму надо прожить и поездить, вот ты поймешь, что это за земля, и как надо помогать и поддерживать, и радоваться всему тому, что там есть. Так что с праздником, поздравляю всех вас с этой замечательной датой и желаю всем мира, добра, благополучия и счастья. Пусть Господь благословляет и хранит наш родной для меня и для всех нас благословенный наш северный Якутский край. Спасибо большое, уважаемый владыка Герман.